Hello, my dear friends. Простите. Добрый день, друзья. Говорит Ренат Мансуров. Мы находимся сейчас на Красном море. Только что ныряли с маской. Это просто зрелище фантастическое. Знаете, о чем хотелось бы поговорить? Наверняка многие из вас, так же как когда-то и я, считают, что услуга компании Адвокарт вряд ли им пригодится. Просто хочется сказать вам, несколько рассказать своих историй, как лично меня выручала уже карта. Потому что, возможно, и вам придется в жизни столкнуться с такими ситуациями. По крайней мере, вы уже будете знать, как себя вести. За первые несколько месяцев пользования услугой я сэкономил уже порядка 70 тысяч рублей. Ну, это около 2500 долларов. При этом я больше всех говорил, что мне это вряд ли пригодится. На самом деле никто не знает, что будет завтра. Сейчас проблем никаких, возможно, нет, но никто не знает, что будет завтра. Пару историй. Один из последних случаев, когда меня выручила карта, это мы ехали по трассе, это было в России, мы ехали из Пятигорска в Грозный, в Чечню, на такси. Нас остановили сотрудники ДПС сзади, знаете, прям с погоней, с мигалками. Остановили и говорят водителю, который вышел, молодой парень, 21 год ему, ему говорят: ты пересек сплошную лишение прав. А я сидел сзади и видел, что он не пересекал. Ему говорят: докажи, а доказать он не может. Что делаю я? Я набираю телефон Европейской юридической службы, представляюсь и объясняю ситуацию, после чего мне адвокат рекомендует, как себя вести. Я это все запоминаю, некоторые пометки для себя делаю и выхожу и говорю: здравствуйте, что случилось? А мне инспекторы говорят: вот друга твоего лишаем прав. Я говорю: а за что? Они говорят: а он пересек сплошную. И попробуйте доказать обратно. И действительно, таких ситуаций тысячи. И они говорят: попробуйте доказать обратно. Да, они мне говорят: попробуй доказать обратно. Действительно, когда ты не знаешь своих прав, в принципе, это сделать нереально, особенно если ты в чужом регионе, особенно если это вот такие вот дядечки, взрослые, серьезные, очень такие жесткие, и в грубой форме нам объясняли, что мы не правы даже с элементами мата было. Я говорю, вспоминаю все, что говорил мне адвокат, как он мне рекомендовал себя вести. Я говорю: во-первых, видеонаблюдение есть, подтверждающее, что он пересек. Сотрудники ДПС говорят: нету. Я говорю: ну все, значит, мы забираем права, идем дальше. Нам говорят: вы знаете, точнее мне говорят: ты думаешь, ты самый умный? Видишь, сзади мы остановили машину. Так вот, там сидит понятой, который видел, что он нарушал. Что делать? Если не знаешь своих прав, опять-таки не знаешь, что делать. Я вспоминаю дальше все, что мне рекомендовал адвокат с Европейской юридической службы. Я говорю: вы знаете, а вот видите, впереди машина стоит, а вот там 3 понятых, которые видели обратно. Это раз. Во-вторых, вот тот ваш якобы понятой, который только что снял куртку ДПС и спрятал ее в багажник, по такой-то там статье и пункту является лицом заинтересованным и не может выступать в качестве понятого. Это все я узнал только из уст адвоката с Европейской юридической службы, потому что я так же, как и большинство, в этом всем не разбираюсь. То есть это с других историй уже известно было, да? Нет, я позвонил предварительно. Предварительно позвонил, да? Да, еще сидя в машине, я позвонил, узнал, как себя вести. Так вот, мне адвокат говорит: а ты откуда такой умный вообще? Точнее, они адвокаты, работники, ДПС, да, ты откуда такой вообще умный взялся? Я говорю: да я не умный, я просто являюсь клиентом Европейской юридической службы. Где там работает порядка нескольких юридических компаний на меня, круглосуточно. Поэтому ваш развод, скажем так, не пройдет. Они мне говорят: хорошо, мы отдаем права, 10 тысяч рублей, езжайте дальше. Вот так, просто так, ни за что, знаете. Ну, ладно, мы поняли, что вы не нарушали и так далее, знаете свои права, поэтому 10 тысяч рублей, езжайте дальше. Вот что делать? И стоишь, не знаешь, что делать. У парня не оказалось 10 тысяч рублей, тогда ему начали выписывать лишение. Я вспоминаю дальше все, что говорил адвокат, и говорю этим сотрудникам ДПС: хорошо, сейчас вам будет 10 тысяч рублей. При этом беру ручку, листок и говорю: по статье 185 от приказа МВД России 2 марта 2009 года вы мне обязаны предоставить следующие данные. Во-первых, ваша фамилия, имя, отчество. Во-вторых, кто вы по должности. В-третьих, номер нагрудного жетона и номер телефона начальника отделения, либо телефон доверия. Я прямо сейчас с ними свяжусь и решу этот с вашей стороны неправомерный поступок по отношению ко мне. А что будет за это с вами дальше, я не знаю. Но имейте в виду, что все разговоры сейчас записываются и могут быть потом использованы против вас в суде, где мои адвокаты с Европейской юридической службы с вами с удовольствием встретятся. А теперь по буквам. Фамилия, имя, отчество. Как вы думаете, что произошло дальше? Пока я это все повторял, произносил, права уже были отданы.
нам пожелали счастливого пути, а тому парню, водителю, вслед крикнули: твое счастье, что вот он был с тобой рядом. Вот. Но потом нас очень долго такси скатал бесплатно. Это уже другая история. Вот. Но это если говорить о ГАИ. На самом деле таких ситуаций тысячи. Те, кто водит машину, меня поймет. Следующая история такая, из области предпринимательства больше. У меня был свой офис. Ко мне позвонил арендодатель и говорит, чтобы через 4 дня вас не было. А точнее тебя, потому что там человек вот такой и просто в очень грубой форме со всеми общается, чуть ли там не дверь с пинка открывает. Он говорит: Мансуров, чтобы через 4 дня тебя не было. Я говорю: а в связи с чем? Он говорит: без лишних вопросов. Я вселяю родственников через 4 дня, чтобы вас не было. И реальная жизненная ситуация, возможно, кто-нибудь из вас с этим столкнулся или еще столкнется. Вот что делать? И сидишь, не знаешь, что делать. По привычке берешь газету, начинаешь искать новый офис. Я понимаю, что за 4 дня я не найду такой же хороший офис, который у меня был. Большое здание, бизнес-центр, хороший офис, евроремонт и так далее. В центре города. 6-й этаж, панорамный вид и так далее. Так вот, я перезвоню и говорю: дайте мне хотя бы неделю. Он говорит: Мансуров, вы еще будете со мной торговаться? Завтра, чтобы вас не было. И кладет трубку. На следующий день я прихожу, офис уже опечатан. Вот что делать? И опять-таки стоишь, не знаешь, что делать. И не знаешь, куда позвонить, куда обратиться. Потому что привычка обращения к юристам не сформирована. Мы привыкли либо кому-то там взятку дать, либо позвонить там по связям, либо выйти по-своему как-то там решить. Кроме как звонок юристу. И я тоже не сразу вспомнил, что у меня есть за плечами Европейская юридическая служба. Спустя несколько минут я это все-таки вспоминаю. Набираю номер телефона, поднимаю трубку сразу один из адвокатов. Вот, я объясняю ситуацию, меня соединяют с компетентным в этой области юристом. После чего мне говорят: берите листок и ручку и пишите. И мне под диктовочку на лист А4 продиктовали, вот, как себя вести в соответствии с какой статьей, каким пунктом, каким там и так далее законодательством. Полностью четко все под диктовочку я записал. После этого мне говорят: берите второй лист, пишите заявление, там шапка, там мировому судье, там полностью все мне продиктовали в соответствии с чем и как. И после этого говорят: вы сильно на него обижены? Я говорю: ну, так как бы есть немного. Мне говорят: тогда возьмите третий лист и запишите еще кое-что. Иск там и так далее, и все остальное. Полностью под диктовочку. Да, это потом перечитывал, чуть глаза не поломал, потому что все эти юридические термины были настолько профессиональные, просто я понимал, что действительно профессионалы. После того, как я перезвонил своему арендодателю, я говорю: здравствуйте, это Мансуров. Вы знаете, я являюсь клиентом Европейской юридической службы, и я с ними проконсультировался, и вот что они мне посоветовали. И эти 3 листа ему зачитал. После чего мне говорит: а ну-ка повторите все эти там статьи, пункты и так далее. Я ему все это повторяю. Он пробивает у своих адвокатов, у него своих 4 адвоката, каждому платит по $1000 в месяц, да, потом все выяснил. Он у них все это выяснил, они ему это все подтвердили, и в итоге он мне перезванивает и говорит: вот тут я был просто в шоке от того, что он мне сказал. Он мне говорит: Ренат Владимирович, мое уважение к вам не знает границ. Оказывается, на каждую силу найдется большая сила. Вы знаете, я вообще человек не конфликтный. И давайте мы с вами поступим вот как. Во-первых, вы можете продолжать арендовать сколько вам угодно. Это раз. Родственников я найду, куда поселить. Второе, с меня поляна. Ну и в-третьих, за то, в обмен на ваши вот этих 3 листа, которых вы списали, весь следующий месяц вы арендуете бесплатно. Это реальная ситуация, 37 тысяч я сэкономил. И при этом я больше всех говорю, что мне это вряд ли пригодится, как-то я не привык звонить юристам и все решать таким образом. Дело в том, что формируется культура, сейчас ты понимаешь, что ты с каждым разом становишься все более и более юридически грамотным, и многие вопросы уже можешь решать даже самостоятельно, просто один раз поняв, как это делается. Вот. И таких примеров на самом деле очень много. С автосервисом у меня были проблемы, когда ты приезжаешь, тебе говорят одну цену, а когда все сделали, называют на 4000 рублей больше. Вот как быть? И рука тянется в карман платить, а с другой стороны ты понимаешь, но ведь несправедливо. И не знаешь, как себя вести. Опять-таки, не сразу я вспоминаю, что можно все-таки позвонить и проконсультироваться. Я звоню, адвокат мне говорит: давайте попробуем объяснить этому вашему механику на простом языке сначала. По-простому, простыми словами. Спросите у него, когда он приходит в ресторан, заказывает стакан воды, ему приносят первое, второе, там шашлык, там и все остальное. И говорят: оплатите, приносят счет. До этого мне механик сказал:
мы решили вам поменять, вот так и так, просто так вот решили вам поменять сверху на 4000. А когда я у механика спросил, а вообще на каком основании вы в моей машине что-то решили просто так, без моего ведома поменять, мне ответили, ну, вот так вот. Запчасти куплены, работа сделана, оплатите. То же самое я говорю по рекомендации адвоката, это ему как раз таки специалист, механик. Я ему говорю, вам принесли стакан воды и принесли чек там на 100 раз больше за то, что вы не заказывали. И говорят, оплатите, продукты куплены, работа сделана, оплатите. Механик говорит, я все понимаю, действительно, пример довольно-таки правильный, но это зависит не от меня, это все идет сверху, поэтому вопросы не ко мне, оплатите. Я спрашиваю, как мне вести себя дальше. Адвокат говорит, берите ручку, пишите. Я по диктовочку начинаю все это записывать. И этот человек наблюдает, как я это все пишу. В итоге мне говорит, давайте на этом остановимся. Не надо дальше ничего писать. Вы мне просто отдаете этот лист, мы прямо сейчас его рвем, и вы просто уезжаете, не заплатив вообще. То есть, смотрите, я не то, что переплатил 4000 рублей. Я вообще ничего не заплатил, уехал, на всем сделано. А для того человека будет просто урок, что ну не надо пытаться там на других людях путем обмана заработать деньги. Вот. Это тоже одна из ситуаций. Да, на самом деле в режиме реального времени я это могу рассказывать еще ближайших часов 7. Вот. Поэтому... Спасибо, Ренат. Скажите, а вообще с появлением этой услуги увереннее, спокойнее стали себя чувствовать вообще в отношении с правоохранительными органами, чиновниками по жизни? Вообще, знаете, на самом деле, как все происходит? Вообще миссия компании как раз таки обеспечить население спокойствием, уверенностью, защищенностью и как раз таки вот быть спокойным. Это миссия компании, вы лично. Я лично полностью в этом убедился. Как раз таки даже то, что у меня просто есть с собой карта, уже чувствуешь себя гораздо увереннее. Потому что ты знаешь, у меня часто она выручала, просто я доставал, и даже не нужно было никуда звонить, вопросы решались многие уже так. Во-вторых, ты чувствуешь себя гораздо увереннее. Ты стоишь и знаешь, что в любом случае, что бы ни случилось, тебя уже никто не кинет, на тебе никто, скажем так, не наварится таким простым языком, потому что не знаешь своих прав. Как было всегда раньше, как и происходит сейчас с большинством людей, кто не знает своих прав. Людей, да. А таких на самом деле тысячи. Статистика говорит сама за себя, то, что каждую минуту нарушаются права 10 человек. Хотим мы того или нет, каждый из нас может оказаться в этой статистике.